Столица Советского Союза Москва стала символом свободы, равенства, братства и дружбы народов. Сюда приезжают представители всех континентов. Москва поддерживает постоянные связи с большинством стран мира. 15 октября 1982 года в резиденции высшего органа государственной власти СССР в Московском Кремле председатель Совета национальностей Верховного Совета СССР Рубен сердечно приветствовал делегацию Народной ассамблеи Мозамбика, приехавшую в Советский Союз с официальным дружественным визитом по приглашению Верховного Совета СССР. Глава делегации, член постоянной комиссии Народной ассамблеи Фернандо Ганьяо, представил членов делегации. Депутат, член ЦК партии Фрелимо Мария Рафаэль. Депутаты Жоржи Седуму, Андраде Нумайю, Закария Штомаш, посол Народной Республики Мозамбик в СССР Ипполиту Патрисиу. Вместе с делегацией прибыли Жозе Карильо, Ракел Таиела, Ассане Саиде. В беседе приняли участие депутат Верховного Совета СССР Канаатов, заведующий отделом международных связей Президиума Верховного Совета СССР Высотин, другие официальные лица. В ходе беседы была выражена уверенность, что визит делегации Народной ассамблеи Мозамбика упрочит добрые традиции дружбы и сотрудничества, связывающие народы и парламенты двух стран. Глава делегации заявил, что цель визита – это изучение богатого опыта советского народа в социалистическом строительстве и управлении государством. Продолжая поездку по стране, посланцы Народной Республики Мозамбик прибыли в Среднюю Азию, столицу советского Таджикистана, город Душанбе. Не так давно на этом месте было небольшое селение. Сейчас столица Таджикистана – современный благоустроенный город с населением свыше 500 000 человек. В Президиуме Верховного Совета Таджикской ССР делегацию Народной ассамблеи Мозамбика принял председатель Президиума Верховного Совета Таджикской ССР Холод. В беседе приняли участие депутат Верховного Совета СССР Канаатов, сопровождающий делегацию в поездке по стране, руководители республики. Гостей ознакомились с деятельностью высшего органа государственной власти республики Верховного Совета Таджикистана, с деятельностью местных органов власти, рассказали о достижениях трудящихся Таджикистана в экономике, науке, культуре за годы советской власти. Фернандо Ганьяо, отметив сходство условий послереволюционного Таджикистана и сегодняшнего Мозамбика, сказал, что этот пример вдохновляет мозамбикский народ на борьбу и трудовые подвиги. Делегация ознакомилась с работой Душанбинского хлопчатобумажного производственного объединения, оснащенного новейшими станками и оборудованием. Повышенный интерес гостей понятен. Предельно-ткацкое производство в Мозамбике развито недостаточно. Их интересовали технологические процессы, условия труда работниц, качество продукции. Одно из главных богатств Таджикистана – хлопок. Здесь за сезон собирают больше 1 000 000 тонн хлопка высокого качества. Советские люди делятся своим опытом и оказывают помощь Народной Республике Мозамбик в создании хлопководческой базы страны. Депутаты Народной ассамблеи посетили один из хлопководческих колхозов. Всюду, куда приезжали гости из Мозамбика, их встречали тепло и радушно. — 38 километров пути из Душанбе до Нурекской ГЭС имени Леонида Ильича Брежнева. При сооружении этой уникальной ГЭС многие инженерно-технические проблемы были решены здесь впервые в мировой практике. Воздвигнута высочайшая на планете плотина в зоне 9-бальной сейсмичности. Спуском Нурекской ГЭС на полную мощность в Таджикистане в 3 раза возросло производство электроэнергии. Ее сейчас за 2 неполных дня вырабатывается больше, чем за весь 1940 год.
Знакомясь с достижениями советского народа, гости отмечали, что визит в СССР стал хорошей школой для всех членов делегации. Он позволил изучить полезный для молодой республики опыт строительства социализма в стране Советов.